Коми и Киров укрепляют добрососедские отношения. Сегодня в Сыктывкаре подписан так называемый протокол номер 3 к соглашению, которое действует между регионами уже 5-й год. Сергей Гапликов подчеркнул важность кировского опыта в области сельского хозяйства и, в частности, переработки отдельных видов продуктов. Кроме того, соседний регион готов способствовать продвижению нашей продукции на свой рынок, например, товаров тепличного комплекса, птицефабрики и рыбного хозяйства. Мы договорились, что в рамках импортозамещения мы будем принимать действительно совместные усилия для формирования более высокого уровня передела и распространения на территории 2 регионов продукции местных производителей, что, по сути дела, является как раз ответом на те моменты, которые сегодня существуют и в международной политике, и в те санкции, которые сегодня применяются. Это действительно один из шансов решить эту задачу и максимально укрепиться на региональном рынке, вообще на других рынках. Перспективным объявлено в диалоге регионов авиасообщения. На базе Коми Авиатранса может быть создана первая в России межрегиональная компания не только по географии, но и по структуре собственности и инфраструктуре. Сейчас для участия в нем открыты двери и другим субъектам страны. У нас есть своя аэропортовая структура, своей авиакомпании у нас сейчас нет. И мы считаем, что в нынешних условиях для одного региона иметь авиакомпанию, это, в общем, это такая история, тяжелая и с точки зрения управленческой, и с точки зрения финансовой. А поучаствовать в истории такой межрегиональной компании было бы, наверное, возможно. То есть, если вообще такой проект и может состояться, то, на мой взгляд, только на базе Коми Авиатранса. Мы ситуацию по России знаем, то есть у Коми Авиатранса достаточно неплохая, собственно говоря, неплохой парк воздушных судов. Сейчас мы вместе, опять же, прорабатываем вопрос, связанный с увеличением этого парка. Пользуясь случаем, кировский руководитель пригласил Сергея Гапликова с ответным визитом. В свою очередь, наш глава позвал соседей на празднование 95-й годовщины Коми в августе. Далее руководители побывали на открытии выставки продажи кировской продукции. Она развернулась в торгово-промышленной палате. Здесь покупатели могли выбрать товар на любой вкус. Ассортимент оказался небывалым, начиная с молочной продукции, заканчивая мехами. Любовь Лапина увидела весь ассортимент. Едва двери распахивают для посетителей, как в зале практически не остается свободного места. Люди сюда пришли не только посмотреть, сколько тут же купить. Ведь кировский товар не нуждается в дополнительной рекламе. Все носим кировское почти. Почти все кировское носим, поэтому не может не понравиться. Пока одни примеряют вятские меха, другие стремляются к молочной продукции. Она представлена сразу на нескольких стендах. Кефир, ряженка, сметана. Список предлагаемой продукции уже давно вышел за рамки стандартного набора. Здесь не просто молочка, лечебная продукция. Я пришла потому, что в Кирове я была и знаю, что такое молочный продукт. У них очень вкусные молочные продукты. Тем более тут идут еще и лечебные. Я купила кефир, сметану. К слову, в самой Коми эта продукция уже представлена. Компания работает не только с федеральными сетями и местными магазинами, но также активно сотрудничает с лечебно-профилактическими учреждениями. Наши добрые соседи, в принципе, это первый регион, так скажем, не Кировская область, куда мы пришли со своей продукцией. Здесь нас очень тепло приняли. Соответственно, сейчас мы пытаемся закрепиться здесь основательно. А вот мимо лотка с мороженым мало кто смог пройти мимо. Вятский пломбир считается одним из лучших в России. А все потому, что, как утверждает производитель, готовится из настоящих сливок, без заменителей и консервантов. Коллеги, вы собственно, на территории Республики Коми представлены, продаете? Да, мы продаем на территории Республики Коми. Филиал в Коми существует уже порядка 5 лет, успешно развивается. В общем-то, наверное, что говорит о том, что потребителю продукция нравится. Потребитель голосует рублем. Филиалы развиваются. А чего вы нас не угощаете? Давайте. Жарко стоит. Самым лучшим нашим пломбиром. Да, вот ярмошка, это как раз то, что мне нравится. Да. Задерживаются подольше губернаторы и у стенда с вятскими промыслами. Здесь и дымковская игрушка, и кукарское кружево. А еще знаменитый капа-корень, плетеные вещи из ивы, ржаной соломки и матрешки с 2 разных фабрик. Интересны для вашего региона и наши шкатулки с росписью, капо-корешковые. Дамы, наверное, могут себе приобрести красивые кружевные вещи. Поэтому ваш регион тоже знаем, поэтому у вас есть свои изюминки, поэтому в наших магазинах тоже есть какие-то ваши изделия.
Привлекает внимание и этот стенд. Здесь прямо на глазах окружающих происходит лечебная процедура. Мы делаем процедурку, которая помогает снять напряжение в ухе, достает лишнюю серу, прогревает слуховой нерв. Мы были в прошлом году у вас, 2 женщины сняли слуховые аппараты после курса из 6 сеансов. Танзелиты, отиты, лечатся даже гаймориты. Изделия медицинского назначения основаны на традиционных способах лечения. При этом запатентованы. Убедиться в эффективности фитоворонок смогут все. Вятские целители приготовили для всех подарки. Любовь Лапина, Алексей Паршуков, телеканал Юрган. Во второй половине дня Никита Белых посетил 2 предприятия республики, которые славятся своей продукцией далеко за ее пределами. Это птицефабрика «Зеленецкая» и «Комитекс». Для губернатора Кировской области провели экскурсию, представили ему продукцию и рассказали о достижениях. Какой опыт увез с собой в Киров Никита Белых, знает Константин Куратов. Птицефабрика села Зеленец поражает кировского губернатора самыми передовыми технологиями. Вся линейка полностью автоматизирована, от убоя до упаковки готового продукта. Благодаря этому в разы повысилась производительность. 6 тысяч голов в час, в смену 35-40 тысяч. Это дает более чистое мясо по микробиологии. Это и быстрота, и нагрузка на людей меньше нужно. Это, считайте, на линии у нас стоит 20 человек на линии убоя. Качество продукции гости оценили, не отходя от кассы, уплетали копчености за обе щеки. Сейчас на птицефабрике реконструируют и цех глубокой переработки и упаковки. Полностью обновляют оборудование и помещения, поскольку меняются технические регламенты и санитарные требования. Свинокомплекс в сытоведении тоже использует самые современные технологии. Например, оглушение животных углекислым газом позволяет получить более нежное мясо. Система вертикального ошпаривания качественно высвобождает кожу от щетины, а шоковый туннель быстро охлаждает тушу. На высоте здесь как соблюдение санитарных норм, так и работа с сотрудниками. На входе все проходят через душ и переодеваются в рабочую форму, которая меняется сразу после окончания смены. А обратно, естественно, тоже, если вы поработали, надо принять душ. Если вы сходите, как и мы, все работники, сходите в сауну, в бассейн нырнете, и такие счастливые домой идете, знаете, отдохнувшие, то есть, после работы, это же прекрасно. С работой предприятия «Комитекс» Кировская область хорошо знакома. Она закупает здесь линолеум и молочные фильтры для сельского хозяйства. Хотя, по признанию директора предприятия Андрея Пашуменского, сотрудничество могло бы быть и шире. Предложить есть что. Первое – это автомобильный рынок. Это «Жигули», это «Шкода», это «Хюндай», это «Форд» и прочие все предприятия, которые на территории России. Второе – это геотекстили для строительства дорог. Третье – это линолеум и фактически основу под линолеум, который мы делаем сами из отходов бутылок. Губернатор соседнего региона признался, сейчас очень сложно удивить современными технологиями и оборудованием, но производители коми смогли его впечатлить культурой производства и отношением к людям. Этот опыт – лучшее, что он видел, и может ставить в пример производственникам своего региона. Кстати, Никита Белых увидел в коме и неожиданные перспективы. Могут быть отдельные проекты в сфере как раз сельского хозяйства и пищевой промышленности, да, потому что если все равно так или иначе Республика Коми не воспринимается как регион с развитым сельским хозяйством, да, то и сегодняшние, в том числе, визиты показывают, что есть как минимум ряд отраслей, или ряд предприятий, которые вполне конкурентоспособны и могут быть представлены, скажем, на разных рынках, а не только, скажем, обеспечивать некие потребности самой республики. Никита Белых поделился и своими ожиданиями от чемпионата «Лесоруб-2016», который стартует завтра. В нем участвует команда Кировской области. Губернатор посетовал на то, что из-за занятости не сможет посмотреть соревнования. Но сегодня обязательно встретится с лесорубами, чтобы пожелать удачи. Кировчане еще не занимали призовых мест и надеются, что на этот раз в Коми они непременно поднимутся на пьедестал почета. Константин Куратов, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывдинский район, Сыктывкар.